Здравствуйте, дорогие студенты. Я хочу сначала представиться. Зовут меня Гульзат Карибековна, фамилия моя Алиева. Я являюсь кандидатом философских наук, доцентом, и в последнее время, последние несколько лет я занимаюсь преподаванием предмета моносоведения в высших учебных заведениях Кыргызской Республики на русском и на английском языках. Вот поэтому в свой YouTube-канал я начала загружать эти лекции на русском и на английском языках. Дай бог, через некоторое время я переведу эти лекции на кыргызский язык, и вам будет предложен и кыргызский вариант этих лекций. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию первую лекцию на тему «Предмет дисциплины моносоведения». Давайте начнем нашу лекцию с плана нашей лекции. Как вы видите, план состоит из двух основных частей. Каждая часть включает в себя определенные темы, которые помогут нам раскрыть суть и содержание общей темы нашей сегодняшней лекции. Первую часть мы назвали «Введение в курс». Вот вы видите название первой части нашей лекции. И первую тему первой части нашей лекции мы назвали «Варианты преподавания предмета моносоведения». Приказом Министерства образования Кыргызской Республики от 22 июня 2004 года номер 434/1 в среднеспециальных и высших учебных заведениях Кыргызской Республики был введен предмет моносоведения как базовая дисциплина. Как известно, эпос монас как вершина духовной культуры кыргызского народа в средних школах, а также в среднеспециальных и высших учебных заведениях Кыргызской Республики предлагается в двух вариантах. Это первый вариант – сюжетная линия, и второй вариант – мировоззренческая или идеологическая линия. Первая часть, сюжетная линия, как правило, включает в себя такие темы, как рождение монаса, его детство и жизненный путь, боевые походы, личная жизнь и другие сюжетные темы, которые предлагаются в средних школах Кыргызской Республики в рамках предмета «Кыргызская литература». А вот второй вариант преподавания эпоса монаса, мировоззренческая или идеологическая линия, как раз она и должна быть предметом дисциплины моносоведения, которая предлагается студентам среднеспециальных и высших учебных заведений. Как правило, мировоззренческая или идеологическая линия преподавания эпоса моносоведения включает в себя философское и религиозное мировоззрение кыргызов, устройство государства и политическая жизнь, экономика и военное дело, наука и медицина, архитектура и символическая культура и другие мировоззренческие аспекты духовной культуры кыргызов, отраженные в эпосе монас, как раз, как я уже выше сказала, должны быть объектом изучения предмета моносоведения, предложенное для студентов вузов и СОЗов страны. Но, к сожалению, с момента введения этого предмета в высшие и среднеспециальные учебные заведения преподаватели, в основном они являются филологами по специальности, либо они русоведы, либо они кыргызоведы, к сожалению, занимаются тавтологией тех тем, которые студенты изучали в школе. Вот поэтому в высших учебных заведениях этот предмет должен быть основой государственной идеологии, так как в среднеспециальных и высших учебных заведениях Кыргызской Республики обучаются будущая элита Кыргызстана, будущие интеллектуалы Кыргызстана, как раз вот этот предмет должен предлагать им именно самые важные и самые серьезные темы, тесно связанные с государственной и идеологической основой нашей республики.
Опыт преподавания предмета монасоведения в среднеспециальных и высших учебных заведениях Кыргызстана показал, что наибольшие сложности возникают при изучении историко-философских проблем, отраженных в эпосе «Манас». Их постижение требует привлечения серьезных научных, исторических, культурологических, религиоведческих, общефилософских знаний. В учебниках нового поколения данная часть программы либо отсутствует, либо представлена, как правило, сжато, концептуально, крайне лаконично. И вот в связи со сказанным я бы хотела предложить преподавателям предмета монасоведения пройти краткосрочные курсы по этому предмету и, имея сертификат по этому предмету, заниматься преподавательской деятельностью, потому что заниматься тавтологией, предлагать те же темы, которые дети изучали в школе будущим экономистам, будущим инженерам, будущим медикам и так далее, это как бы очень скучно и как бы не украшает предмет монасоведения, а также не придает этому предмету более весомый статус. А теперь разрешите мне немного рассказать об эпосе «Манас». Эпос «Манас» – это главный кыргызский эпос, имеющий многотысячелетнюю историю, отражающий мировоззрение и энциклопедические знания кыргызского народа, и имя его главного героя – богатыря, объединившего кыргызов. Эпос «Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире. Ни одно из мировых эпических произведений не может сравниться с эпосом «Манас» ни по объему, ни по художественной поэтике, ни по богатству содержания. Объем эпоса «Манас» почти в 20 раз превышает объемы всемирно известных произведений великого древнегреческого поэта Гомера, Илиады и Одиссея. В 2,5 раза индийского эпоса Махабхарата и в 5 раз иранского эпоса Шахнаме. Дорогие ребята, как я уже выше сказала, вы как студенты среднеспециальных и высших учебных заведений Кыргызской Республики являетесь будущей элитой Кыргызстана, будущей интеллигенцией Кыргызстана. И вот по этой причине у вас должен быть достаточно широкий кругозор и богатый багаж знаний. По этой причине разрешите мне предложить вам небольшую информацию, о которых я выше уже говорила. Вы должны знать вот эти эпосы мирового значения и краткое содержание, о чем идет речь в этих произведениях. Илиада – это древнейший из сохранившихся памятников древнегреческой литературы, эпическая поэма, приписываемая древнегреческому поэту Гомеру. Вот его скульптурный портрет. Илиада описывает события Троянской войны. Я надеюсь, что вы смотрели фильм про Троянскую войну. И ее основу, судя по всему, легли фольклорные сказания о подвигах древнегреческих героев. Кстати говоря, в Илиаде встречается понятие «троянский конь». Я надеюсь, что вы знаете значение этого слова «троянский конь», потому что в данное время это понятие является нарицательным понятием, и это понятие, как нарицательное понятие, имеет определенное значение. И надеюсь, что на семинарских занятиях вы своему преподавателю вкратце расскажете содержание Троянской войны и о троянском коне тоже. Одиссея – это вторая после Илиады классическая поэма, также приписываемая древнегреческому поэту Гомеру. Создана, вероятно, в VIII веке до нашей эры или несколько позже. Одиссея рассказывает о приключениях мифического героя по имени Одиссей во время его возвращения на родину по окончании Троянской войны.
а также о приключениях его жены Пенелопы, ожидавшей Одиссея на Итаке. Кстати говоря, в эпосе «Манас» символом женской верности, символом верной жены выступает Каныкей. А вот Пенелопа в древнегреческой мифологии также является символом верной жены и женской верности. Надеюсь, что на семинарских занятиях вы немного расскажете о ней тоже. Махабхарата на санскритском языке, Махабхаратам, слово Махабхаратам на русский язык переводится как «Великое сказание о потомках Бхараты» по имени царя Бхараты, потомка древнего царя Куру. Это древнеиндийский эпос, одно из крупнейших литературных произведений в мире. Еще один крупный эпос – это иранский эпос Шахнаме. Персидское слово «шахнаме» на русский язык переводится как «книга царей», «книга о царях», «царь-книга», «царская книга». Это выдающийся памятник персидской литературы, национальный эпос иранских народов. И в книге царей описывается история Ирана от древних времен до проникновения ислама в Иран в VII веке. Выше сказали, что эпос «Манас» – это главный кыргызский эпос, отражающий мировоззрение и важные аспекты жизни и деятельности кыргызского народа. Эпос «Манас» описывает традиции, обычаи и верования кыргызского народа на протяжении истории. А также эпос «Манас» отражает многие исторические события, борьбу за власть, отношения между племенами и другими народами. Эпос «Манас» также повествует о народных сказках и нравственных ценностях. По этой причине эпос «Манас» был назван Чоканом Валихановым энциклопедией кыргызского народа. Ребята, первые энциклопедии, они возникли во время эпохи Просвещения, то есть в XVIII веке, когда французские просветители и другие европейские просветители начали создавать энциклопедии по отраслям науки или деятельности, и все эти энциклопедии они были в виде книги. Это были письменные энциклопедии, например, медицинская энциклопедия или же там энциклопедия по языку и так далее, или по истории, по мифологии и так далее. А вот кыргызская энциклопедия является эпос «Манас», который содержит в себе информацию о всех отраслях жизни и деятельности кыргызского народа, о всех аспектах мировоззрения кыргызского народа, обряды, традиции, политическую историю, исторические сюжеты и так далее, они все получили отражение в эпосе «Манас». Однако, в отличие от европейских энциклопедий, кыргызская энциклопедия до XIX века существовала только в устной форме. Следующая наша тема, это 6-я тема первой части нашей лекции, называется «Эпос «Манас» как совокупность исторических форм мировоззрения кыргызов». Что мы называем мировоззрением? Мировоззрение – это совокупность знаний, опыта, умений и способностей, накопленные всем человечеством в ходе развития мировой истории. Мировоззрение имеет следующие 3 исторические формы. Первая форма – это наивное мировоззрение древних людей. Вторая форма – религия. И третья форма – философия. К наивному мировоззрению древних людей относятся сказки, сага и мифология. Как вы видите, на слайде отражены некоторые сказочные персонажи из мифологии народов мира. Первой формой наивного мировоззрения древних людей являются сказки. Сказки – это фантастические истории об абстрактных ценностях, к которым относятся добро и зло, жизнь и смерть, здоровье и болезнь, дружба и предательство. Обычно сказки воспитывают детей, то есть основная функция сказки заключается в воспитании детей и взрослых быть добрым, отзывчивым, ценить жизнь, здоровье, дружбы и другие позитивные явления. Например, русская сказка о репке воспитывает людей дружить
и сотрудничать между собой, так как сила в единстве и согласии. Или же другая русская сказка «Колобок» отражает идею о необходимости быть в меру умным и хитрым. Второй формой наивного мировоззрения древних людей является сага. Вот видите, на правой стороне, на левой стороне вашего монитора я приложила карту скандинавского полуострова. Как вы знаете, скандинавский полуостров занят такими государствами. На этом полуострове находятся такие государства, как Швеция, вот, например, Норвегия и Финляндия. И вот как раз в скандинавских сказках сага была богиней истории. И в честь этой богини тех сказок, которые отражают реальные исторические события или исторические личности в форме сказки, называют сагой. Какие же есть саги мирового значения или известные саги? Например, английская сага о благородном разбойнике из Шервудского леса Робин Гуде, который грабил жадных, несправедливых людей и награбленное раздавал бедным людям. Действительно, Робин Гуд – это историческая личность, он действительно жил, он действительно грабил богатых людей, и потом эти награбленные имущества он раздавал бедным людям. И благодарные бедные люди, они в знак благодарности начали сочинять какие-то истории о Робин Гуде. И постепенно вот эти истории начали обрастать какими-то сказочными элементами. И в конце концов возникла замечательная сага о Робин Гуде. А вот кыргызской сагой является эпос Манас, где речь идет о богатыре Манасе, который заложил основы кыргызского государства. В русском фольклоре саги именуются былью или былинами, которые повествуют преимущественно о богатырях, защитниках Родины, например, былина о Илье Муромце. Илья Муромец – это действительно историческая личность, которая боролась против татаро-монгольского ига, защищая русские земли и русский народ. Как уже выше сказано, бесспорной и прекрасной сагой кыргызского народа является эпос Манас, где изображаются исторические события, имевшие место быть в жизни кыргызского народа в прошлом. Третьей формой наивного мировоззрения древних людей является мифология. Это совокупность философских сказок, которые объясняют логические причины мировоззренческих проблем следующего характера: возникновение мира, строение Вселенной, возникновение общества, возникновение людей и так далее. То есть, если основной задачей сказки является воспитание людей, а основная функция саги заключена в отражении исторических событий и исторических личностей, которые действительно были или жили в форме сказки, то мифология, в отличие от них, отражает, то есть объясняет какие-то философские проблемы, связанные с причиной возникновения каких-то природных, социальных или духовных явлений. Например, древнегреческие мифы об андрогинах и о Ниобе. Ребята, подпишитесь на мой канал, и дай бог, в рамках следующих лекций я более подробно расскажу миф об андрогинах. А сегодня в целях рационального использования нашего времени я хочу остановиться только на мифе о Ниобе. Этот миф, это древнегреческий миф, объясняет происхождение горы и водопада следующим образом. Согласно этой мифологии, когда-то жили боги, бессмертные боги и смертные люди. Они между собой общались. И была одна смертная женщина, звали ее Ниоба.
У нее было 9 детей. Когда у нее родился последний ребенок, 9-й ребенок, она очень возгордилась, потому что она очень любила своих детей и гордилась своими детьми. И она подошла к богине Латоне, у которой было всего лишь 2 детей. Это сын Аполлон, он был символом мужской красоты, и дочь Артемида, которая была символом женской красоты. В отличие от этих детей Латоны, дети Необы, они особыми чертами не отличались. Их было 9, было большое количество, но особого качества у них не было. Они были простые смертные люди. И Необа, она, подойдя к богине, начала говорить обидные слова в адрес богини о том, что она, будучи богиней, имеет всего лишь вечных 2 детей, у нее больше детей не может быть. А она простая женщина, и у нее 9 детей, если она захочет, у нее будут еще дети. Эти слова восприняты богиней очень болезненно. Она обиделась на эту смертную женщину и решила наказать ее, превращая ее детей в камень. И когда последний ребенок, любимый ребенок, младший ребенок превращался в камень, Необа поняла, что она простой человек, что ее может наказать богиня, и она начала плакать, начала умолять Бога, чтобы она хотя бы оставила последнего ребенка, младшего ребенка. Но богиня была неумолима, она превратила и младшего ребенка Необы в камень, и саму Необу тоже она превратила в камень. Все эти камни собрала богиня, возникла гора. Но Необа до сих пор плачет, и ее слезы превратились в водопад. Таким вот образом, с помощью этих образов древнегреческая мифология объясняла причину возникновения горы и водопада, а также с помощью вот этой истории, эта мифология подчеркивает, что не количество имеет важное значение, а качество. Качество на первом месте должно быть, нежели количество. Таким образом, миф – это сказки, имеющие более философское значение, которые объясняют происхождение мира. Таких мифов называют космогоническими мифами. Это от греческого «космос» – «вселенная», и «гония» переводится, или «генезис» переводится как «происхождение». Строение Вселенной – это космологические мифы. Космос, Вселенная, логос, учение. Происхождение человека – это антропогонические мифы, от греческого антропос – человек, гонея или генезис – происхождение. Происхождение Солнца – солярные мифы, происхождение Луны – лунарные мифы, происхождение звезд – астральные мифы, а также существуют мифы о животных, календарные мифы и так далее. Ребята, в последнее время у нас в обществе наблюдаются активные тенденции радикализации общества, и нам навязывают какие-то чужие ценности, предположим, арабские ценности. Как раз вот это явление называется салафизмом, потому что салафизм полностью навязывает национальные ценности арабов другим народам, и в ущерб национальным ценностям этих народов. И некоторые наши религиозные товарищи начали говорить о том, что кыргызы никогда не знали, что такое халал и харам. Не различали до прихода ислама вот эти понятия. Пришел ислам, кыргызы начали различать эти понятия и стали более или менее культурными. Но я хочу обратить ваше внимание на календарный миф кыргызов, который существовал еще в далекие древние времена, когда еще ислама не было. Согласно календарному мифу кыргызов, один цикл состоит из 12 годов, и вот по этой причине кыргызский календарь называется мючөл. Каждый мючөл состоит из 12 знаков зодиака. Каждый знак зодиака имеет животное название, то есть это животный цикл. И
12 лет они названы 6 животными, мясо которых можно употреблять, и 6 животных, мясо 6 других животных нельзя употреблять. Таким вот образом, до прихода ислама древние кыргызы, они знали понятия арам и адал. Адал животных, мясо адал животных они употребляли в качестве пищи, а арам животных, мясо арам животных они совершенно не употребляли. Кстати говоря, если изучать исторические материалы, этнографические, фольклорные материалы и так далее, вы не сможете найти такого сведения, согласно которым кыргызы когда-то употребляли в пищу, там, не знаю, собаку или кошку, или там, не знаю, змею и так далее. Такого никогда не было, потому что до прихода ислама кыргызы знали, что такое адал и арам. Второй исторической формой мировоззрения после мифологии является религия. Латинское слово «религия» переводится на русский язык как «святость, благочестие». Религией мы называем мировоззрение, основанное на вере в существование сверхъестественной силы, которая играет судьбоносную роль в жизни человека и всего мира. И вот эту силу мировая религия называет Творцом. То есть вот эта сверхъестественная сила, являясь Творцом всего сущего, сотворила все сущее, каждого человека, каждое явление, каждый процесс и является причиной всего сущего. И в данное время существует 3 основные формы религии. Это примитивные религии, национальные религии и мировые религии. Так как вы всю жизнь не будете заниматься только вашей профессией, если вы медик, то всю свою жизнь вы не будете работать только медиком или же инженером или же экономистом, потому что у вас большое будущее. Через некоторое время, дай Бог, кто-то из вас станет общественным деятелем, политическим деятелем, кто-то из вас станет руководителем крупных компаний, может, вы будете работать в международных организациях, в посольствах и так далее. Вот по этой причине вам нужны, необходимы вот эти знания гуманитарного характера. Вы должны знать, какие существуют примитивные религии, какие есть национальные религии, мировые религии. И чтобы у вас был высокий мировоззренческий уровень, а также большой багаж знаний в высших учебных заведениях, а также в среднеспециальных учебных заведениях, вам предлагается цикл гуманитарных предметов, чтобы у вас не был уровень ремесленника. Вот, например, если вы врач, если вы будете только знать, как делать укол или какие лекарства давать, эти знания присущи и вашей медсестре тоже. Но в отличие от вашей медсестры, у вас должен быть более высокий мировоззренческий уровень. И вот как раз знание вот этих форм религии как раз являются неотъемлемой частью багажа знаний любого уважающего себя интеллигента с высшим образованием. Ну, для начала давайте мы вкратце расскажем, какие существуют примитивные религии древних людей. К этим религиям относятся анимизм, тотемизм, фетишизм, магия. Анимизм – это от латинского анима, душа, дух. Это вера в сверхъестественные духовные явления, как духи, привидения, ангелы, дьяволы и так далее. В эпосе Манас тоже широко представлен образ или широко представлены элементы анимизма в виде духов предков Атабабан-Нарбавы. Вот, например, во время скачек, когда Аныкей гадает будущее своего сына Семите с помощью скачек, и когда победу одерживает это Тайтору,
А вот как раз во время этих скачек духи предков поддерживают Семитея. Вот как раз вот такие явления называются анимизмом. Есть, согласно анимизму, каждое явление, каждый человек, то есть каждое явление, каждый процесс, они имеют своего духовного покровителя, невидимого духовного покровителя. Например, по эпосу Манас духовным покровителем или ангелом-хранителем всего человечества являются Кадрата и Умайне. Духовным покровителем или ангелом-хранителем лошадей является Камбарата и так далее. Вот такие представления, они относятся к анимизму. Тотемизм – это следующая форма примитивной религии. На языке американских индейцев от тотем на русский язык переводится как «его племя». Тотемизм – это вера в сверхъестественные животные, как орел, сокол, рыба, олень и так далее, способные оберегать человека от негативных влияний. В эпосе Манас тоже очень много тотемных элементов. Например, Акшумкар всегда оберегает Манаса Великодушного. Или же его преданная гончая собака Кумаик и так далее. Все они относятся к тотемизму. Или же среди тюркских народов существует особая вера в волка или в олень. Потому что, согласно тюркским преданиям, когда-то было такое время, когда пришли внешние враги, истребили весь народ, и только один мальчик остался в живых, и вот этого мальчика нашла и вскормила либо пери, на русском языке это звучит как фея, либо бөрü, это как волчица, либо бугу, то есть мать олениха. И вот именно благодаря вот этому животному, либо это бөрü, либо это бугу, этот народ потом воскрес, заново воскрес. Вот поэтому среди тюркских народов волчица, мать олениха, они особо оберегаются, они особо почитаются. Следующим элементом примитивной религии является фетишизм. На французском языке фетиш на русский язык переводится как оберег, талисман. Это вера в сверхъестественные способности неодушевленных предметов, таких как крест в христианстве, священный камень Каба в исламе, или же оберег глаз Фатимы тоже в исламе. Такая вот небольшая информация. В V веке нашей эры было нашествие гуннов. Гунны – это родственный кыргызам народ, это почти наши предки. И гунны, они захватили большую часть Европы и дошли до Римской империи, до Ватикана. И тогда Папа Римский, он попросил пощады, он попросил Аттилу, это предводитель гунского нашествия, чтобы он не трогал их материальные ценности. И тогда он сказал: мы будем делать все, что ты попросишь, только не трогай наши материальные ценности. И тогда Аттила, он сказал: ну тогда в качестве основного знака возьми наш символ, тенгрианский символ. А тенгрианским символом является крест. На древнем языке, на древних тюркских языках, в том числе на кыргызском языке, вот этот крест, вот этот символ имеет название куттамга или чамгарак. Куттамга или чамгарак. Вот посмотрите, наши серьги наших бабушек, они в виде креста. Или вот, например, тоже вот видите, вот в виде креста. И Папа Римский, он взял этот символ, а до этого основным христианским символом была рыба. Рыбу они называли ихтос. И вот вместо ихтоса христиане позаимствовали у древних тенгриан их символ куттамга или крест. Магия. На греческом языке магия на русский язык переводится как волшебство. Это вера в сверхъестественные способности некоторых людей, таких как чародеи, волшебники, гуру и так далее. В эпосе Манас тоже присутствуют элементы магии.
Например, среди персонажей эпоса Манас Алмамбет, он обладал свойством джайчылык. Джайчылык – это тоже разновидность магии, которая связана со способностью повлиять на природные условия. То есть, когда китайские войска начали оккупировать кыргызские земли, понимая, что количество кыргызов мало, а китайцев очень много, Алмамбет, применяя свои способности, магические способности джайчылык, он вдруг во время летней жары он вызвал зимнюю стужу, очень сильные морозы, и китайская армия, она полностью была истреблена с помощью вот этой магической способности или магического свойства, которое было присуще Алмамбету. Второй формой религии являются национальные религии, к которым относятся индуизм индусов, иудаизм евреев, даосизм китайцев, синтоизм японцев. Кстати говоря, эти религии тоже получили отражение в эпосе Манас. Например, некоторые слова, которые встречаются в эпосе Манас, даже слово Манас полностью созвучны со словами и понятиями в индуизме. Или же иудаизм евреев и христианство в эпосе Манас получило название Тарсакент, а их представителей эпос Манас называют тарсакентами. К мировым религиям относятся буддизм, христианство и ислам. Эти религии тоже получили отражение в эпосе Манас. Как я уже сказала, христиан в эпосе Манас называют тарсакентами, буддистов называют будбарасами. Есть элементы ислама. Это, конечно, очень поздние элементы, которые новые элементы, которые внесли в эпос Манас поздние монашчи. Третьей исторической формой мировоззрения после мифологии и религии является философия. То есть это первая наука, которая, в отличие от мифологии и религии, объясняет все с помощью логических принципов и научных аргументов. Как вы знаете, философия возникла в VII веке до нашей эры в Древней Индии, в Древнем Китае и в античном мире. В эпосе Манас тоже очень много элементов философии. У нас будет соответствующая тема, во время которого я более подробно расскажу о философских принципах или о философском мировоззрении кыргызского народа, которое отражено в эпосе Манас. Таким образом, эпос Манас является совокупностью сказок, мифологии, религии, философии, истории практической жизнедеятельности, государственной и национальной идеологии кыргызского народа. Ребята, теперь у нас мы начинаем сейчас вторую часть нашей лекции. Вторая часть нашей лекции называется «История изучения эпоса Манас». И эту часть я хочу начать со структуры эпоса Манас. Структура эпоса Манас состоит из трех основных частей. Это Манас, первая часть. Здесь речь идет о жизни и деятельности самого богатыря Манаса. Вторая часть называется Семетей. Эта часть рассказывает о жизни и деятельности сына Манаса Семетея. И третья часть трилогии называется Сейтек, где речь идет о жизни и деятельности внука Манаса Сейтека. Я буду двигать видео, чтобы вам было видно. Трилогия построена по принципу генеалогической циклизации, сложившуюся в единую героическую эпопею не просто семейной саги, но и поэтического повествования о жизни и борьбе кочевого кыргызского народа за независимость, установление своей государственности, особенностях мироощущения, бытования, культуры, образования и всех других сторон жизни.
Тысячелетиями эпос Манас передавался из уста в уста только в устной форме. Эпос состоит из более 500 тысяч строк, оформленных в виде архаического эпического стиха. Каждый стих состоит из 7 или 8 сложных строк с ударением на последнем слоге. В варианте Сагымбая Урузбакова встречаются 4, 5 и 6 сложные стихи, близкие к рифмованной прозе, а в варианте Саакбая Каралаева встречаются еще строки от 9 сложных до 12 сложных строк. В отличие от большинства тюркских стихов, оформленных в виде прозы, трилогия Манаса сплошь стихотворная. Вторая тема второй части нашей лекции называется «Письменная фиксация эпоса Манас». Устное бытование эпоса на протяжении многих веков оказалось под угрозой исчезновения с приходом иной цивилизации или иных цивилизаций, нарушивших традиционный образ жизни кочевого кыргызского народа. Письменная фиксация эпоса оказалась жизненно важной и крайне необходимой с тем, чтобы перенести устный сказ на бумагу и дать ему вторую жизнь уже в виде книги. В середине XIX столетия этот важный шаг, связанный с переносом устного эпоса в письменную форму, осуществили два ученых. Первый – великий казахский ученый-востоковед, этнограф, географ, переводчик, журналист, путешественник Чокан Чингизович Валиханов, вот вы видите его портрет, и тюрколог Василий Васильевич Радлов, вот его портрет. Они впервые записали эпизоды эпоса. С этого момента начинается новая страница бытования эпоса Манас, которая положила начало периоду его глубокого научного исследования. Изучение эпоса можно условно разделить на три этапа. Первый – дореволюционный. Этот этап начинается с 1856 года, когда Кыргызстан, Северный Кыргызстан, вошел в состав Российской империи и продолжается до 1917 года, когда произошла Великая Октябрьская революция, когда распалась царская Россия и возникло новое государство Советский Союз. И вот как раз первый этап положил начало записям и изучению эпоса. Второй этап называется послереволюционный или советский. Этот этап начинается с 1917 года. Я уже сказала, что в этом году произошла Великая Октябрьская революция, которая заложила основу новому государству, которое вошло в мировую историю под названием Советский Союз. И просуществовал этот этап до 1991 года, когда Советский Союз распался. Этот этап заложил фундаментальные основы монасоведения. И третий этап называется современный этап. Этот этап начинается с 1991 году, когда после распада Советского Союза возникла независимая Кыргызская республика. А теперь давайте начнем с дореволюционного этапа изучения эпоса Манас. Как я уже сказала, в 1856 году Северный Кыргызстан вошел в состав Российской империи. Именно в этом году, в 1856 году, Чокан Валиханов принимает участие в крупной военно-научной экспедиции под руководством полковника Хаментовского в Иссык-Куль. Во время этой поездки Чокан Валиханов изучал флору и фауну Семиречья. Под Семиречьем понимается Северный Кыргызстан, это Чуйская область и Южный Казахстан. Это те территории, которые расположены на границе с Кыргызстаном, включая город Алмата. А также он изучал флору и фауну Иссык-Куля. Собрал орнитологическую и энтомологическую коллекции, составил гербарий, принял участие в топографических съемках Иссык-Куля.
Путешествуя по Иссык-Кулю и Центральному Тяньшаню, Чокан Валиханов посещал кыргызские аулы, интересовался жизнью и бытом племен Бугу, Сарбагыш и Солто, беседовал со знатоками кыргызской старины, слушал песни и рассказы кыргызских ырчи, то есть сказителей, записывал народные легенды, исторические и генеалогические предания, сказки и эпические поэмы кыргызов. Особенно важно, что молодой исследователь Чокан Валиханов впервые обратил внимание на знаменитый памятник эпического творчества кыргызского народа Манас. 26 мая 1856 года Чокан Валиханов сделал первую научную запись великого эпоса. Из Манаса Чокан Валиханов выбрал интересный отрывок Кукутуй-Динаши, то есть смерть Кукутай-хана и его поминки, понравившийся ему своей реалистичностью и большим количеством историко-этнографических, хозяйственных, бытовых и юридических сведений о кыргызах. А также эта часть Манаса заинтересовала Чокана Валиханова сведениями об отношениях между древними племенами, населявшими территорию Казахстана, и описанием древнего кочевого пути кыргызов и Южной Сибири на Тяньшань. Чокан Валиханов впервые подвергает эпос Манас историко-литературному анализу, разбирает образ его легендарного героя Манаса и других персонажей кыргызского фольклора. Чокан Валиханов оценил эпос Манас как великое творение народной мудрости, как энциклопедический сборник народных сказок, мифов и легенд, географических религиозных понятий, обычаев и традиций, как степную Илиаду. Я выше уже сказала, что вторым ученым, который впервые записал эпос Манас, был русский, российский востоковед, тюрколог, этнограф, археолог и педагог немецкого происхождения Радлов Василий Васильевич. При рождении у него имя было Фридрих Вильгельм Радлов. Василий Радлов является одним из пионеров сравнительно исторического изучения тюркских языков и народов. Он автор около 150 научных трудов. Он осуществил запись Манаса. Эпос Манас разделен Радловым на 7 эпизодов. Несмотря на отрывочность записей Радлова, текст Манаса, записанный Радловым, имеет большое научное и историко-культурное значение. В 1858 году молодой ученый Василий Радлов успешно защитил в Венском университете, это в Германии, диссертацию на тему о влиянии религии на народы Азии и был удостоен степени доктора философии. В мае 1859 года Радлов активно занимается сбором лингвистических, этнографических и фольклорных материалов тюркских народов. Со временем Василию Васильевичу Радлову удается побывать в Средней Азии и расширить круг изучаемых языков. Ученый-востоковед Василий Радлов дважды побывал в Кыргызстане. Во время первой поездки в Семиречье в 1862 году записал в местности Каркыра от неизвестного сказителя отрывок из Манаса. Побывав второй раз в Чуйской долине в 1869 году, он прожил месяц среди кыргызов в районе Токмака и пополнил собранные материалы. Богатая эпическая поэзия кыргызского народа дала мне довольно обильную жатву, не только важную для лингвистов, но и интересную для исследователя мифов и народной поэзии, писал ученый. Более 15 лет Василий Радлов обрабатывал свои собранные материалы, систематизировал и переводил их. А в 1885 году он опубликовал записанные отрывки из Манаса на кыргызском языке в книге «Образцы народной литературы северных тюркских племен» с немецким переводом. Второй том вышел в свет в 1868 году, а третий в 1870 году.
Это было выдающееся лингвистическое и фольклорное издание, которое сделало имя Радлова известным в научном мире. В своем тексте, изданном в собственном переводе, ученый-востоковед сделал попытку художественного анализа эпоса, и он сумел дать должную оценку эпосу и осознать его грандиозный объем сказания. Следует особо отметить, что запись была сделана в дореволюционное время, когда кыргызская лексика была относительно чиста от всяких наслоений позднейших записей. Вот этот уникальный рисунок, названный «Встреча Семетея Сайчурек», вы видите на экране, был сделан студентом Борисом Смирновым во время конной экспедиции, возглавляемой Белинским из Владикавказа, это Северный Кавказ, во Владивосток, это Дальний Восток, в составе 7 человек на 10 лошадях 3 мая 1903 года. Из-за разногласий, отсутствия финансов после тяжелого перехода через Каракумы путь продолжили только 4 человека из 7. Это сам Белинский, студенты Беляев и Смирнов, переводчик казах Атейбек. 3 октября 1903 года они достигли Бишкека или Пишпека, как в то время наш город назывался. Глава экспедиции Белинский отправился в Самару и дальше в Санкт-Петербург, чтобы найти денег на дальнейшую дорогу. Студенты остались в Кыргызстане и собирали материалы в окрестностях Бишкека среди местных кыргызов и казахов. В 1903 году художник Борис Смирнов записал на фонограф небольшой отрывок в 270 строк из эпоса Семетей. Эти отрывки были записаны в исполнении известного в то время певца-музыканта Кенджехара Ырчи в Пишпеке. Позже Смирнов составил целый художественный альбом, который назывался «По Киргизии», 1903 год. Кстати говоря, вот этот как раз портрет Кенджехары, которого написал молодой студент Борис Смирнов. А также в Гугле вы можете найти записанный вот этот отрывок из Семетея, фонограмма. Вы можете услышать, как Кенджехара исполнил отрывок из эпоса Семетей. И этот отрывок сохранился в виде фонограммы. Теперь давайте рассмотрим особенность советского этапа изучения эпоса Манас. Советский период оказался самым трагичным, так как практически все или практически все, кто так или иначе был причастен к исследованию и продвижению эпоса Манас, подвергся репрессиям в период советского тоталитаризма. Большинство из них расстреляны, некоторые репрессированы и прошли все ужасы сталинских лагерей. Среди этих выдающихся деятелей науки были Касым Тыныстанов и Евгений Дмитриевич Поливанов. Вот вы видите фотографию Поливанова до ареста, а это его фотография уже после ареста. Вот профессор Касым Тыныстанов. И важнейший вклад в науку об эпосе внесли Токчуро Жолдошев. Вот он. Кстати говоря, он расстрелян за изучение эпоса Манас. Ташим Исхакович Байджиев, вот он репрессирован, он прошел как бы очень ужасающие этапы сталинских лагерей. Зияш Бектенов тоже из числа репрессированных, вот он многие годы провел в тюрьме. И Калим Ахмедович Рахмадуллин. О нем мы будем еще говорить. Ну, давайте сейчас рассмотрим, я хочу дать вам небольшую информацию о профессоре Касыме Тыныстанове. Он является кыргызским ученым, поэтом, государственным деятелем. Он основоположник кыргызской письменности в латинице, и эта письменность просуществовала с 1927 по 1940 годы.
Он также является первым кыргызским профессором, и это звание он получил в 1936 году. Касым Тынстанов был поэтом, фольклористом, педагогом, литературоведом, переводчиком, видным государственным деятелем и, наконец, создателем грамматики кыргызского языка и основоположником кыргызской литературы. Он оказал огромное влияние на сбор материалов по трилогии Манас среди народа и научный анализ эпоса. Касыма Тынстанова не зря называют основоположником кыргызской грамматики. Составить первоначальный алфавит для любого народа – это большая проблема, требующая глубокого знания грамматики этого языка, кропотливого труда и огромного количества времени. Второй видный ученый, который занимался изучением эпоса Манас, был Поливанов Евгений Дмитриевич, русский и советский лингвист, востоковед и литературовед. С 1929 года он работал профессором Среднеазиатского государственного университета, сокращенно САГУ, который находился в Ташкенте, а с 1934 года работает профессором Кыргызского института культурного строительства в городе Фрунзе. Евгений Поливанов знал более 20 языков народов Евразии. В основных работах занимался изучением общелингвистических проблем японского, китайского, узбекского, дунганского языков. Евгений Поливанов был сторонником перевода эпоса Манас на другие языки и сам перевел некоторые фрагменты с эпоса на русский язык. В 1936 году он написал тезисы доклада о принципах перевода эпоса Манас на русский язык. В этих тезисах он указал ценные советы по проблеме перевода эпоса Манас на русский язык. К сожалению, данная работа не была довершена, так как 1 августа 1937 года профессор Евгений Поливанов был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Японии. На суде виновным себя не признал. 25 января 1938 года расстрелян и похоронен на полигоне Коммунарка. Реабилитирован 3 апреля 1963 года. В становлении советской науки о Манасе большая заслуга принадлежит крупнейшим ученым Виктору Жермунскому, вот он, Мухтару Ауэзову, вот он, казахский профессор, Болоту Юнусалиеву, кыргызский профессор, Александру Бенштаму, Павлу Беркову, Саулу Абрамзону, и также Медины Богдановой и Арфу Петросян и так далее. В советское время началась активная работа по записи эпоса. Начало этой работе положил учитель Каюм Мифтахов, который в 1922 году начал записывать вариант Сагымбая Орузбакова. Вот его фотография. И вот он записывает Сагымбая Орузбакова в его исполнении строки из эпоса Манас. Работа учителя Каюма Мифтахова была продолжена монашчи, этнографом и педагогом Ибраимом Абдрахмановым, который провел грандиозную работу по письменному фиксированию Манаса от разных сказителей. Неоценимы его усилия в упорядочении и хранении этих рукописей. Советский этап изучения эпоса Манас невозможно представить без художника-монументалиста, графика, живописца, народного художника Киргизской ССР Теодора Теодоровича Герцена. Художник Герцен родился 15 марта 1935 года в селе Орловка, ныне это село Ахдебю, Таласской области, в семье немецкого художника. В 1972-1980-е годы Теодор Герцен выполнил грандиозный цикл иллюстраций к одному из выдающихся произведений мирового фольклора, океаноподобному, по выражению Чингиза Айтматова, кыргызскому эпосу Манас. Количественный состав иллюстраций из множества вариантов, сделанных художником, 200 вошли в четырехтомное сказание монашчи Сагымбая Орузбакова.
Манас в творческой интерпретации Теодора Герцена является одним из самых значительных произведений кыргызского изобразительного искусства. А современный этап изучения эпоса Манас отличается тем, что в настоящее время насчитывается 35 записанных вариантов эпоса Манас, и они различаются по степени своей полноты. К полным вариантам относятся те тексты, которые были записаны от сказителей Сагымбая Урузбаков, вот он, Саярбая Каралаева, Шапака Рысмендиева, вот он, Тоголоко Малдо, Багыша Сазанова, вот он, Малдабасана Мусулманкулова, вот он, Ибраима Абдрахманова и Мамбета Чухморова. Несмотря на множество вариантов, эпос Манас представляет собой единое произведение, которое скреплено общей идейной направленностью, единством и цельностью сюжетной линии, тематики и героических образов. В современных условиях эпос Манас приобретает все большее значение, являясь идеологически объединяющим фактором кыргызской идентичности и независимости в постсоветское время в условиях глобализации. Например, к этому примером сказанному служит открытие памятника Манасу возле филармонии имени Туктогула Сатлыганова и на центральной площади Алато. Изображение Манаса на высшей государственной награде Кыргызской республики ордене Манас. И принятие закона об эпосе Манас 28 июня 2011 года являются свидетельством идейного единения народа в целях его развития и процветания. Исследованием эпоса Манас и проблем развития художественной культуры традиционно занимается Институт языка и литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук Кыргызской республики. Основными направлениями этого института или основными направлениями научных исследований этого института являются подготовка к изданию и пропаганда академических изданий эпоса Манас, исследование теоретических проблем устного народного творчества и акынской поэзии кыргызского народа, научное описание материалов рукописного фонда, анализ теоретических проблем кыргызской национальной литературы и искусства. В качестве результата работы вышеназванного института можно назвать тот факт, что вышли в свет тексты академического издания эпоса Манас по варианту Урузбакова, Каралаева и другие варианты, а также академические издания эпоса Семетей по варианту Каралаева. Составлены аннотации материалов рукописного фонда. В 1994 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о всемирном праздновании тысячелетия эпоса Манас. Празднование состоялось в 1995 году, и основные торжества были проведены в Таласе. Вот вы видите на карте Кыргызстана Таласская область, город Талас. По случаю юбилея были учреждены памятный золотой орден Манас и памятная золотая медаль Манас. Кыргызско-турецкий университет Манас является государственным высшим образовательным учреждением, созданным на основе договора между правительством Кыргызской республики и правительством Турецкой республики о создании Кыргызско-турецкого университета имени Манас в столице Кыргызстана, в городе Бишкек, подписанного 30 сентября 1995 года в городе Измир, Турции. Постановление правительства Кыргызской республики от 3 июня 2019 года номер 275 организовано государственное учреждение Национальная академия Манас и Чингиза Айтматова. Основная деятельность этого учреждения направлена на широкое распространение, сохранение, развитие и популяризацию трилогии эпоса Манас, это эпосы Манас, Семетей, Сейтек, как духовного наследия кыргызского народа, а также ценностей культурного наследия народного писателя Кыргызской республики Чингиза Айтматова.
Среди современных исследователей трилогии Манас можно назвать ведущих ученых Кыргызской Республики профессора Кадырбаеву Раису Заитовну, профессора Акматалиева Абдулджана Амантуровича, вот он, профессора Урузубекова Джилдыз Калмашевну, вот она, профессора Мамутбекова Заирбека и профессора Баяса Турала и других. Среди представителей современного этапа изучения эпоса Манас особо отличается художник, график, лауреат правительственной премии Кыргызской Республики для молодежи Майрамкул Мусабаевич Асаналиев. Майрамкул Асаналиев является представителем жанра аян в графике. Этот жанр своего рода отличается философией предков, которая сохранилась в архетипе, то есть подсознании художника в виде мифологемы. Вот на этом слайде вы видите его работу, посвященную Манасу Великодушному. В работах Майрамкула Асаналиева присутствует некая магическая сила, которая распахивает таинственную дверь эпоса Манас. Темы и мотивы образов Майрамкула Асаналиева – это снежные барсы, орлы, древние петроглифы, сакральные тамга, метки, знаки, символы, которые являются квинтэссенцией его видения мира. Кстати говоря, Майрамкул Асаналиев, он является автором логотипа Всемирных игр кочевников, а также он является автором символа города Бишкек. И вот видите его работы, которые посвящены эпосу Манас. На этом я заканчиваю свою первую лекцию. Надеюсь, что вы получили важную информацию по эпосу, по предмету дисциплины манасоведения. В следующих лекциях я буду предлагать вам тоже очень интересные информации, интересные темы, связанные с предметом манасоведения. Желаю всем нам успехов. Спасибо большое за ваше внимание. До свидания.